Бизнес-сообщество Коми заручилось поддержкой Российского союза промышленников и предпринимателей. Меры поддержки, которые помогут предприятиям республики продолжить стабильную работу в условиях санкций и ограничений, обсудили на встрече президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина с бизнес-сообществом региона. Главный посыл: в этой сложной ситуации государство не оставляет бизнес один на один с проблемами, а оказывает всю возможную и необходимую поддержку. Любовь Лапина продолжит. Мы видим, что в республике налажен эффективный диалог бизнеса и власти. Александр Шохин с первых слов на заседании дает понять: федерация чутко следит за ситуацией в каждом регионе. В нынешних условиях беспрецедентного санкционного давления наличие механизма постоянного взаимодействия с главой и правительством республики – это залог того, что бизнес может оперативно доводить до власти свои проблемы. И одна из задач, которая стоит сейчас перед федеральным и региональным правительством – это быстрое принятие решений. Сейчас сложности с логистикой приводят к тому, что косты, затраты на транспортировку грузов, и в силу того, что расстояния меняются, вместо Европы вам нужно в Африку везти этот груз, и в силу того, что есть определенные трудности, связанные с просто загрузкой транспортных коридоров и так далее. Все это приводит и к просто удорожанию экспорта и транспортировки, и к увеличению сроков поставок и так далее. И, безусловно, многие предприятия нуждаются в том, чтобы им помогали не вообще абстрактно, там, льготами и так далее, а ровно через курс, оптимальный курс, здесь баланс между экспортерами и импортерами правительство чувствует, и Центральный банк, и, скажем, транспортно-логистическая поддержка. В центре внимания вопросы импортозамещения оборудования и запчастей, универсальных и эффективных мер поддержки инвестпроектов, механизмы снижения инфляции. Особое внимание развитию арктической зоны. В Коми в реестре арктических резидентов уже 70 компаний с общим объемом инвестиций 6 миллиардов рублей. Часть из них пока потенциальные инвесторы, но они всерьез рассматривают возможность вложения средств в наш регион. Реально сегодня зарегистрировались 19 компаний. Общий объем инвестиций, уже работающий как резидентов арктической зоны, 1 700 000 000. И количество рабочих мест уже свыше 600 зарегистрировано. Какие направления сегодня арктические резиденты берут? В первую очередь, это, конечно, полезные ископаемые, их добыча, переработка. Далее, это сельское хозяйство, это транспорт, это торговля, небольшие там социальные проекты. Преференции – полный пакет. Работает он на всех уровнях. Федерация дает освобождение от налога на прибыль на целых 10 лет. Муниципалитеты поддерживают освобождением от налогов на землю. Республика дает преференции по имуществу и также по налогу на прибыль. Сегодня президент страны Владимир Владимирович Путин озвучил инициативу, которая сегодня рассматривается в правительстве России, о том, чтобы на новые проекты, независимо от того, зарегистрировался он как резидент, но если это новый проект, и он на арктической территории, а у нас арктические территории 4 сухопутные республики, то независимо от того, регистрируется он или нет как резидент арктической зоны, по нему преференции также расширять, то есть преференцировать его. Вот это на самом деле может сегодня действительно дать еще дополнительным импульсом для привлечения инвесторов, потому что по каким-то причинам люди не хотят становиться резидентами, но при этом они готовы открывать новое производство, новые предприятия в арктической зоне. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей отмечает: предприятиям Коми нужна поддержка, и сегодня она есть. Примеры приводит его коллега, руководитель регионального союза промышленников и предпринимателей Сергей Кулаков. В условиях повышения ключевой ставки Министерство экономического развития продолжило кредитовать местный бизнес под 5% годовых. И это при том, что ключевые ставки коммерческих банков зашкаливали за 20 и более процентов. Они временные, но на сегодняшний день они уже долгое время, уже несколько лет действуют при Владимире Викторовиче. И это на самом деле, я хочу сказать, что наши предприятия легче вздохнули и даже расширили инвестиционную деятельность на территории Республики Коми.
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством республики, российским и региональным союзами промышленников, которое стороны подписали накануне, по мнению самого бизнеса, пойдет только на пользу республике и предпринимателям. А еще оно закрепило уже сложившееся сотрудничество. Вместе решать насущные проблемы проще, тем более, когда есть желание услышать чаяния бизнеса и помочь решить вопросы на всех уровнях власти. Любовь Лапина, Артем Соколов, телеканал Юрга.